Официальный дилер стальных дверей Торекс в Кызыле, компания Ампир, предлагает двери для любого интерьера. Этностиль, хай-тек, модерн, элитные и роскошные двери в коттедж. Доступные и надежные двери в квартиру. Звоните 230-62. У нас всегда найдется ваша дверь. Очередная неделя пролетела, и мы снова с вами встретились. Это программа «Патруль» и я, Анастасия Маслова. В этом выпуске расскажу про ледяную угрозу сверху, кражу на камеру и двойной надзор за безопасностью на дорогах, а также о самых громких происшествиях, которые взбудоражили пользователей социальных сетей. Начнем? Сначала о трагическом ДТП на трассе Кызыл-Агдавурак. Там 26 февраля в половине 9 вечера неизвестный автомобиль насмерть сбил 55-летнего пешехода и скрылся. Все произошло на 298-м километре автодороги А-162. Проверку по данному факту проводят сотрудники следственного отдела МВД Барунхемчикский. Сейчас сыщики разыскивают виновника ДТП. На его поиск ориентирован личный состав территориального отдела органов внутренних дел. Если вам что-нибудь известно об этом происшествии, просьба позвонить по телефонам, которые на экране. Анонимность гарантируется. Кража на камеру. Полицейские Кызыла установили подозреваемую в хищении бытовой техники из магазина. В этом им помогла запись камер видеонаблюдения. В полицию обратился старший продавец в отделе бытовой техники одного из магазинов города. Он рассказал, что неизвестная женщина похитила из торговой точки утюг стоимостью 7 тысяч рублей. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. И вскоре задержали подозреваемую. Ей оказалась 39-летняя жительница Кызыла. На допросе она дала признательные показания и пояснила, что на преступление пошла из-за финансовых трудностей, а похищенный утюг продала за 500 рублей. Отделом дознания управления МВД РФ по городу Кызылу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158, то есть тайное хищение чужого имущества. По факту кражи электрического утюга кызылчанкой в одном из магазинов города Кызыла. Данной женщине может грозить наказание до 2 лет лишения свободы. Около 4 килограммов наркотиков изъяли сотрудники патрульно-постовой службы в районе Вавилинских дач. Запрещенные вещества, а именно каннабис, полицейские нашли в сарае одного из домов по улице Ягодная. Предполагаемого владельца наркотической растительности установили. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и хранение наркотического вещества в крупном размере». В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Изъятое вещество направлено на экспертизу. В случае, если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Припарковали машину возле дома, обнаружили ее разбитой. С таким заявлением к нам в редакцию обратились автолюбители. По их словам, повредили автомобиль не вандалы, а снег, который сбрасывали с крыши многоэтажки по улице Байхакской. Пострадавшие рассказывают, отлучились буквально на несколько минут, как внезапно на машине сработала сигнализация. Вышли, а тут такое. Вот смотрите, вот глыба тут лежала, двигатель горячий, она растаяла, вот даже и стекло разбито, и вот капот в 3-4 местах вмятинах. Мужчина уверяет, сигнальных лент в этом месте не было. К счастью, никто не пострадал. Машинам же предстоит ремонт. Пострадавшие автолюбители намерены через суд добиваться возмещения компенсации. Коммунальное ЧП нередко происходит и в других регионах. Так, в Воронеже оно чуть было не привело к трагедии. Это происшествие сейчас бурно обсуждают в социальных сетях. Об этом и не только в интернет-обзоре. Огромная глыба льда рухнула на пенсионерку. Пожилая женщина ждала на тротуаре одной из улиц Воронежа машину, которая привозит молоко. Внезапно на нее сверху упала глыба льда, разлетевшаяся вдребезги. Пенсионерка рухнула на землю и потеряла сознание. Местные СМИ сообщают, что примерно через 20 минут к моменту приезда скорой женщина пришла в себя, но не смогла встать. По словам врачей, льдина оставила на голове пострадавшей большие гематомы. Однако открытых ранений удалось избежать. Местные же жители утверждают, что неоднократно жаловались в управляющую компанию на сосульки, но коммунальщики так и не занялись проблемой.
Автоматы, стрельба и угрозы. Разборку в стиле 90-х устроили представители нелегальных маршрутчиков под Уфой. Видео попало в сеть. На этих кадрах видно, как люди с оружием в руках сначала угрожают кому-то, а после переходят к делу. Авторы публикации поясняют, что таким образом в одном из районов Башкирии представители водителей нелегалов выясняли отношения с водителями официального перевозчика, который работает по договору с муниципалитетом. Наведение порядков на башкирских дорогах началось с диалога, а закончилась стрельбой. Как сообщает МВД по региону, в конфликте участвовали не меньше 20 человек. 8 водителей со стороны официального перевозчика получили ранения. Один из них до сих пор находится в больнице. Сейчас по факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Личности всех участников разборки установлены, а оружие изъято. А в Великом Новгороде пьяный пациент устроил разборки в больнице. Причем под горячую руку дебошира попали медсестра и санитарка. Мужчина в нетрезвом виде был доставлен в медицинское учреждение с рваной раной лица, которую получил в кафе. Пациент сидел в коридоре. В какой-то момент между ним и медсестрой началась словесная перепалка. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как во время конфликта мужчина внезапно теряет над собой контроль и бросается на женщину. Вскоре за коллегу вступилась санитарка, после чего их оппонент начал откровенно избивать женщин и даже отправил одну из них в нокаут. Медсестра получила сотрясение мозга, а санитарка – перелом костей лицевого черепа. Как сообщают в Следственном комитете по региону, агрессор продолжил буянить и в отделении полиции, куда он был доставлен для составления административного протокола о нарушении правопорядка. Мужчина оскорблял полицейских, одного из них ударил. Сейчас в отношении дебошира возбуждено 2 уголовных дела. Ему вменяется оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти, а также побои. И видео из Новосибирска. Там, можно сказать, произошел конфликт поколений. На платной парковке школьники испытывали судьбу, приводя в бешенство пожилого охранника автостоянки. Подростки бросали снежки в припаркованные на стоянке машины, отчего охранник, вооружившись шваброй, пытался угомонить расшалившихся мальчишек, иногда даже кидая снежками в ответ. Как долго продолжалась эта баталия, неизвестно, но надеемся, что ни машины, ни уши сорванцов не пострадали. Делитесь и вы информацией в нашей группе ВКонтакте «Тува в объективе». Пыталась помочь внуку, в итоге сама стала подозреваемой. Жительница Ичедана грозит до 15 лет лишения свободы за дачу взятки должностному лицу. Именно столько предусматривает статья, по которой в отношении нее возбуждено уголовное дело. По данным следствия, женщина дала следователю межмуниципального отдела МВД России Дзунхемчикский, расследующему уголовное дело ее внука, взятку суммы в 50 тысяч рублей, чтобы тот изменил показания свидетелей и квалификацию преступления. Следователь своевременно и в соответствии с законодательством Российской Федерации уведомил свое руководство и правоохранительные органы о предложенной взятке. Женщина была задержана с поличным в ходе передачи взятки сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Тыва. МВД по Республике Тыва предупреждает, что передача взятки должностному лицу в законодательстве является противозаконной и карается в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. За дачу взятки должностному лицу предусмотрено наказание в виде реального срока лишения свободы, вплоть до 15 лет, в зависимости от обстоятельств деяния и размеров суммы взятки. Двойной надзор. Сотрудники военной автоинспекции вместе с ГИБДД следят за безопасностью на дорогах. Совместные рейды стали традиционными с появлением ВАИ в республике. Двойной экипаж – серьезное подспорье обеим структурам. Останавливают и рядовых автолюбителей, и военнообязанных. Ближний свет у вас фар, автомашина. Забыли, да, включить? Придите, пожалуйста, документы. У этого мужчины в военной форме инспектор заподозрил признаки алкогольного опьянения. Ему предложили на месте пройти медицинское освидетельствование. Мужчина согласился. Все, выдыхайте. Непрерывно. Предположения инспекторов оказались ошибочными. Алкотестер показал 0 промилле. Водитель трезв, а значит и поводов для его задержания нет. В общем же, с военнообязанных автомобилистов спрос двойной. Если бы алкотестер показал положительный результат, у военного водителя были бы большие проблемы. Автомобиль личный помещается на штрафстоянку. Водитель передается в военную полицию до выяснения дальнейших обстоятельств. Также докладывается командиру воинской части. Документы направляются в суд. И будет увольнение
Пока, говорят военные автоинспекторы, за время рейдов подобных инцидентов не было. Тем не менее, проверки на дорогах продолжаются. И не только на трезвость. Совместные рейды, направленные на безопасность дорожного движения, будут проходить регулярно. Сейчас же узнаем, сколько ДТП с пострадавшими произошло на минувшей неделе в регионе. Далее официальная сводка ГИБДД. С 21 по 27 февраля в республике зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек пострадали и 1 погиб. За неделю в Туве задержано 85 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 3 автоледи. Больше всего регистрировались наезды на пешеходов, были съезды с дороги и наезды на ограждения. Если вы стали очевидцами какого-либо происшествия, звоните к нам в редакцию. Также для вас работает отдельный телефон программы «Патруль». Информацию можете присылать и на нашу электронную почту. А выпуски программы вы всегда найдете на YouTube-канале «Единая Тувинская служба информации». У меня все. Берегите себя.